Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке. Тема сегодняшнего гадания звучит так. Что ждет вас в любви этим летом? Если тема интересна, пожалуйста, присоединяйтесь к моему гаданию. Посмотрите на песочек, подумайте о своей личной жизни, о планах, мечтах, ожиданиях. Мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Что меня ждет этим летом в любви? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте же посмотрим, что вас ждет в любви этим летом. Что будет у вас в любви этим летом? Какие будут отношения, встречи, может быть, знакомства? Что будет у вас в любви? Так, очень интересная ситуация у нас тут в любви. Какой-то козлик упрямый к вам идет. Прям, да. Вот видите, какой? Козлик с рогами. Да. Козлик с телом лани. Очень красивый мужчина, спортивный, весь из себя красавчик, очень горяч в постели. Такой человек идет в вашу жизнь. Вы будете птичкой. Видите, птичка какая красивая, да? Красивая птичка, но птичка, она летает с веточки на веточку, с дерева на дерево, от одного человека к другому. Я даю вам такой прогноз на лето. Во-первых, событий будет море. Море событий, много веселья, много новых знакомств, встречи, знакомства, какие-то разговоры прекрасные, какой-то драйв, кайф. Я не знаю, тут прекрасное время у вас будет этим летом. Будете наслаждаться жизнью, вас тут ждут и поездки, и развлечения. Все будет у вас просто прекрасно. Вы будете номером один. Видите, у вас цифра 1 вышла. Да? Высшие силы просто-таки дадут вам возможности оторваться, повеселиться, насладиться именно этим летом. У вас будет две ярких встречи. Одна у вас будет совсем скоро, да, вот в начале лета, либо вот, ну да, начало, скорее, первый месяц. А вторая уже это конец пойдет. И первая встреча будет очень яркая. Тут прям я не буду говорить про любовь, я буду говорить про эмоции, про бурю чувств, бурю эмоций, страсти, огонь, искры. В общем, закрутит вас тут в урагане страсти. Мужчина идет в вашу жизнь уже, скорее всего, вам знакомый. Либо это какой-то ваш давно забытый бывший, либо это человек, который просто из вашего, например, круга, да, круга общения, либо просто, ну, вам уже знаком. С этим человеком тут у вас костер, пожарище, просто страсти произойдет. Вы очень быстро, как-то неожиданно сблизитесь, прям как лбами вас столкнут, да, и прям войдете в эти отношения, ну, в омут с головой, да, с закрытыми глазами, с надеждой, авось пронесет. Но нет, не пронесет, закрутит, конечно, тут любовь. И знаете, что интересно, ваше отношение к нему будет легким, таким лайтовым, драйвовым, и все. То есть вы будете получать удовольствие и наслаждение с этим человеком. Вот такое будет. Да? Может быть, ну, можно там с натяжкой назвать потребительское отношение к мужчине, но вы его этим не обидите. У вас, кстати, может быть за спиной, да, есть обязательства перед другим человеком, либо у вас детки могут быть, да, то есть вы вообще живете какой-то своей жизнью, вы ни за что, там, за мужчин, да, не держитесь, вы самодостаточные, самостоятельные. Конечно же, вы хотите счастья, конечно же, вы хотите серьезных отношений, но вы не отчаивайтесь. Если сейчас у меня, например, никого на роль там, кандидата в мужья нет, то я буду получать от жизни удовольствие. Знаете, возможно, впервые в вашей жизни произойдет такая ситуация, когда вы позволите себе отношения не по любви, а
ради удовольствий. Да, не осуждайте себя строго, понимайте, что это важный этап вашей жизни, вернее, себя осознание в этом мире, когда вы себя, ну, действительно балуете, когда вы себя ставите, да, вот на какой-то пьедестал и себе позволяете радость, себе позволяете счастье. Так и должно быть. Это правильно, правильное отношение к себе и правильное отношение к жизни. Знаете, вот именно этим летом, вот в вашей жизни сейчас что-то происходит с вами. Вы чувствуете, что вы меняетесь, что вы становитесь другая. У вас какие-то новые мысли появляются, какие-то новые чувства, эмоции, желания даже новые. Может быть, поменялись вкусы в одежде, в макияже. Даже банально в еде могли поменяться вкусы. Вы меняетесь, мир вокруг вас меняется. И знаете, вот у кого-то прям такое желание жить здесь и сейчас. Хочу жить здесь и сейчас. Я вижу, что вы... Ну, по этой птичке вы поменяете себя в плане одежды, в плане внутреннего настроя. Вы станете легкой. Вы действительно будете порхать. Порхать. И мужчины, конечно же, как мотыльки на вас полетят. Полетят. И самый, вот, скажем так, ну, пробивной, да, пробивной к вам сделает дорогу. У вас с ним общая дорога, но она короткая. Такая вот короткая дорога. Вы с этим человеком будете встречаться, будете любиться, будете наслаждаться. Я не вижу, что ваши отношения обременительные. У мужчины, кстати, у него, ну, скажем так, по его рогатости, скорее всего, либо у него уже кто-то есть, там, законные отношения, там, брак, семья, вот, либо он такой, в принципе, сам по себе упрямый на это дело, да, он типа, я не буду никогда жениться, я не буду принадлежать, там, например, одной женщине, да, я не потеряю свою свободу. Ну, есть такие мужчины, да. Вот он из такой серии. Вы вообще на этом не будете зацикливаться, на это вообще не будете обращать внимания. Вы будете жить здесь и сейчас. Между вами есть чаша любви, но она, к сожалению, не наполнена. Она вот там на донышке, да. Но опять же таки это указывает именно на страсть. Любви большой с этим человеком не случится, но страсть, эмоции, вот эти вот все по нижним чакрам проявления, они у вас пойдут. Причем, ну, так забурлит все, да, что в какой-то момент вообще потеряетесь по жизни. Да, вот такое будет происходить. Вам это нужно. Вам нужна эта перезагрузка, вам нужна эта встряска эмоциональная. Она и произойдет в вашей жизни. Знаете, вот насытитесь вы этим мужчиной, просто в один день скажете ему, что ну хватит, да, погуляли, покуражились и хватит. Но было с тобой очень хорошо, приятно, но мне нужно идти дальше. Моя жизнь, она должна продолжаться в другом ключе. Мне нужен стабильный мужчина, мне нужны отношения, нужен там муж, семейность, да, семейные ценности. Вы просто с ним поговорите, и вы расстанетесь с друзьями. Здесь не будет претензий ни у вас к нему, ни у него к вам. То есть вот такие вот на дружеской ноте вы с ним и попрощаетесь. Возможно, даже он останется в вашей жизни уже в качестве именно действительно друга. И прям такого душевного друга с этим человеком вы сможете еще проговорить. Возможно, даже будете у него советы какие-то просить, наставления. Человек, он... Скажем так, да, вот у вас раньше так никогда не было. Вы, если были в отношениях, то у вас всегда разрыв этих отношений был очень драматичным, да, и вы, скорее всего, расставались вот с разбитым сердцем. А с этим человеком вы как легко войдете в отношения, так легко и расстанетесь. Причем расстанетесь вы именно друзьями, хорошими, добрыми товарищами и друзьями. Очень даже неплохо. Кстати, с этим человеком, возможно, вы даже куда-то вот прям куда-то даже, я не знаю, где-то отдыхать будете, либо будете ходить там по ресторанам, по клубам, где-то вы будете с ним постоянно ходить. Вот, за спинами у вас будут шептаться, а вам будет все равно, что там кто говорит, это их проблемы. Знаете, вот тоже поймайте себе на мысли о том, что я стала другой, я стала независимой. Мне вообще плевать, да, что кто где скажет и как на это посмотрит. Я счастлива, мне хорошо, и все, и трава не расти. Вам очень понравится это ощущение, вам очень понравится то, что именно этот мужчина разбудил в вас любовь прежде всего к себе дорогой, к себе родимой. Так, попозже, к концу лета у вас другой мужчина идет. Мужчина уже другого качества, другого свойства. Мужчина, который очень вас заинтересует своей персоной, своей, например, жизнью, своим отношением к жизни. Вот именно тот самый стабильный, ответственный и мечта. Мужчина-мечта. Вот в вашем понимании мужчина-мечта. Но почему-то вы
ну, я понимаю, почему, да, влюбитесь, да, как-то испугаетесь за эти отношения, будут ли они в принципе. Смотрите, вы прям вся в этих отношениях, а мужчина стабильный идет. Стабильный, потому что он уверен в себе, он знает, что ему по жизни нужно, а вы опять, вот знаете, как будто бы в маленькую девочку превратитесь, да, потому что переживания будут очень сильные. У вас с этим мужчиной, ну, дорога какая-то, она, ну, как перекресток происходит, да, потом она расходится. То есть вы на ближайшее, да, на вот это лето вы не вместе. То есть даже не на лето, скорее всего, даже на год пойдет. Есть какие-то препятствия, которые нужно решить, чтобы быть вместе. Вот такой момент у вас происходит. То есть у вас будет встреча, у вас будет знакомство, у вас начнутся отношения. Скорее всего, отношения либо вот такие очные, когда вы вместе там встречаетесь, они будут очень скоротечными, да, вот как-то времени у вас не хватает. У мужчины своя жизнь, у вас своя жизнь, у вас, но между вами что-то лежит, либо расстояние, либо вы из разных городов, из разных стран. То есть вам, ну, нет возможности постоянно там встречаться и общаться, да. То есть вы будете общаться ровно столько, сколько будет у вас времени и сколько будет времени, например, у него. Да, именно в том месте, где вы находитесь. Потому что у него за спиной дорога, у вас за спиной дорога, плюс у вас еще за спиной какие-то обязательства. Ну, возможно, у вас детки есть, возможно, у вас там родители, семья, да. У него, кстати, таких обязательств, ну, даже если есть, они его не обременяют. А у вас обременительные. Вот, вы будете очень много думать и переживать, потому что сердце будет проситься к этому мужчине, а, ну, голова будет говорить, что ты, опомнись, да, у тебя есть дети, у тебя есть семья, вернись к ним. Честно скажу, конечно, немножечко разворошит ваше сердце этот мужчина, потому что он как из сказки, понимаете, вот он как, ну, звезда, которая упала прямо к вам в руки. Вот почему-то вы так будете к нему относиться, будете его прям превозносить, да. Не было у вас таких мужчин, не было вот именно такой категории качества мужчин, да, и вы прям будете себя периодически щипать и думать, неужели мне так повезло, что у меня такой мужчина появился. А он, кстати, может быть кем угодно, он может либо быть каким-то, я не знаю, там, актером, политиком, но это не простой человек, да, вот он статусный, он респектабельный, он имя у него такое прям, ну, весомое, да, вот такой человек. Очень вам понравится. Что я хочу вам, мои дорогие девочки, сказать? Я дам вам такую рекомендацию. Быть самой собой. Ни в коем случае не пытаться показать себя лучше, чем вы есть. Не надо там боевых раскрасок и прочего-прочего. Да? Не надо пытаться мужчину удивить. Мужчина и так на вас залипнет. И залипнет он, не поверите, на вашу натуральность, на вашу естественность, на ваши вот эти детские глаза, да, напуганные в ожидании чуда. На это он залипнет. И не пугайте его тем, кем вы не являетесь на самом деле. Потому что вот прям идут такие, да, посылы, что вот мне там нужно будет себя показать во все оружие, да, и не упустить этого человека. Не надо. Наоборот, это может, ну, сдвинуть полюса, да, и у мужчины будет формироваться не то мнение, которое есть на самом деле, да, которое должно быть на самом деле. То есть вы сами можете его от себя, ну, оттолкнуть какой-то излишней кичливостью, либо вульгарностью, вот он может так посчитать. Ему именно очень понравится ваше внутреннее состояние, ваша душа, ваша внутренняя красота. Поверьте, его притянет именно ваша энергетика. Не то, в какой юбке длины вы находитесь, не то, насколько у вас там макияж хороший, да, насколько вам там красиво реснички сделали, не это, а именно ваше внутреннее состояние, ваша прекрасная душа. Этот мужчина, как рентген, вас так просветит, считает, что вы в душе маленькая девочка, которая мечтает о любви, о счастье. Вот это ему понравится, это его притянет. Мои милые, вот этот мужчина, он, скорее всего, вам пару сделает. Но это мы будем смотреть в других гаданиях. На сегодня тема была про лето. Вот это самый конец лета у вас знакомства с этим мужчиной. Мужчина хороший, не упустите. Вернее, не прогадайте, да, ведите себя естественно. Так, гадание мое на этом закончено. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.